Школа на 500 мест – это дополнительный учебный корпус Ошской школы-гимназии номер 7 имени Нариманова. Строительство будут вести на средства, поступившие от борьбы с коррупцией. Так состоялась закладка капсулы в фундамент образовательного объекта, сметная стоимость которого 54 миллиона сомов. Мы уже видим первые результаты борьбы с коррупцией. Деньги, поступившие на единый депозитный счет, направляются на решение одной из основных проблем населения – нехватку школ. Государство сейчас вплотную занято тем, чтобы дать подрастающему поколению, которое считается будущим страны, достойное образование. Решение о строительстве дополнительного здания было принято неспроста. Школа-гимназия – единственное учебное заведение с русским языком обучения в густонаселенном пункте Манасата. Здесь на сегодня проживает более 54 тысяч человек 20 национальностей. Посмотрите, вот в нашем классе, у меня в классе очень много деток, которые сидят за партами по трое, потому что нету места. Вот, посмотрите на расстояние от парты до доски, тоже парт очень много стульев. Мы не помещаемся, поэтому мы очень рады тому, что наше правительство во главе с президентом выделили нам деньги на строительство нового корпуса. Ошская школа-гимназия номер 7 имени Нариманова в 80-е годы была построена с расчетом на 1175 мест. Сейчас же здесь обучается свыше 3500 детей. Обучение проходит в 3 смены. Ситуация с нехваткой мест часто встречается в начальных классах. Чтобы как-то выйти из ситуации, методические кабинеты и библиотека были отданы под классы. Я довольна своей работой и детьми, но это очень тяжело работать, когда в классе 50 человек. Очень трудно. Поэтому вот, которую школу заложили, новую строится, я думаю, что разгрузят наши классы и будет у нас по 25 человек, хотя бы по 30 человек. Новое здание будет сдано в эксплуатацию в следующем учебном году, и здесь планируют разместить начальные классы. Мы переведем все начальные классы в новое здание. Мы надеемся, что потом дети будут сидеть просторно. Если бы только не проблема с нехваткой мест, то в остальном созданы все условия для обучения. И компьютеры приобретены, и интернет проведен. Напомним, указ об открытии специального счета для средств, поступающих от борьбы с коррупцией, подписал президент Сооронбай Жээнбеков 16 мая прошлого года. Денежные средства на едином депозитном счете распределяет Министерство финансов только после заявки Департамента жилищно-гражданского строительства, Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Средства на строительство выдаются после анализа межведомственной комиссии. 7 школ будут построены в Бишкеке, 7 в Чуйской области и 1 в Аше. Бигаим Бигалеева, Миргуль Бокошева, Акджол Айбашев, Алато 24, Ош.